Обращаюсь, сторона, у вас есть вопросы? Нет вопросов. Нет. Нет вопросов. Нет вопросов. Вопросов нет. Самат Хаштабекович, у вас есть вопросы? Вопросов нет. Уважаемые судьи, есть вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, Маргарита Назаркановна, вот вы слышали из выступлений о том, что дополнительно уже сказали, что по одним и тем же основаниям суд принимает разные решения, основываясь на одни и те же нормы, да? Вот в таком случае, вот смотрите, рассматривая ходатайство о возобновлении по вновь открывшим обстоятельствам, заведомо оформляет решение не по надлежащим основаниям. То есть Плохо вас слышно. я говорю, когда суд рассматривает такие ходатайства о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам, получается, они заведомо оформляют решение не по надлежащим основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 части 3 статьи 451. Понятно вам, да? Вот. То есть не могут они отказать в удовлетворении такого ходатайства, но и не могут принять решение именно по сути этого ходатайства. Идут на такой не совсем правомерный шаг, так мягко скажем, да? Но в итоге же, значит, заявители ходатайств оказываются в очень затруднительном положении. Вы слышали, до сих пор они находятся в статусе осужденных, ранее судимых и так далее. Вот как, по вашему мнению, можно квалифицировать подобное решение суда с точки зрения законности? Иначе говоря, можно ли говорить о вынесении судами заведомо неправосудного судебного решения? Первый вопрос. Второй вопрос. Скажите, вот пленум Верховного суда по этому вопросу рассматривал этот вопрос каким-либо образом, в какой-то части? Потому что, видите, эти вопросы возникают. Есть ли какие-то инструктивные, разъяснительные документы в этом плане? Пожалуйста, ответьте. Спасибо. По поводу заведомо, так скажем, незаконности, неправосудности решений, я бы воздержалась, поскольку я не вправе обсуждать решения наших судов, то есть почему они к такому выводу пришли. Надо это в целом дело смотреть, и, видимо, были основания к такому мнению прийти. Но я не думаю, что это заведомо они хотели незаконное решение вынести. Потом я по поводу того, что какие меры принимались. Пленум. Пленум. Верховного суда. Вот сейчас Верховному суду предоставлено право законодательной инициативы, и учитывая то, что вот эта норма, она такая, скажем, несовершенная, мы разрабатывали законопроект и думали, это тот законопроект, который о внесении изменений в УПК, думали, быстро его проведем и, скажем, эта проблема вот таким образом решится. Действительно, вот эту норму не раз обсуждали у нас в коллегиях, я тоже там участвовала, это по приглашению судей. И сами судьи тоже отмечали, что здесь такая проблема есть. Но, тем не менее, с нашей стороны пленума именно по этому вопросу нету, поскольку эти кодексы каждый год, не каждый год, конечно, очень часто меняются, и у нас, скажем, такой достаточной, скажем, может быть, базы не было, чтобы пленум провести. Но мы думали, что путем внесения изменений устранить эти ошибки, но поскольку именно вот в этой части вроде и прокуратура соглашалась, и другие органы соглашались, вот именно по 455 статье, редакцию которую мы изложили, предложили, но по другим нормам очень много поступили замечаний и предложений, и было принято решение отозвать наш законопроект. Но при этом одновременно в это время была создана, как уже отметили, межведомственная рабочая группа. Мы туда все свои предложения внесли. И в этой части вроде уже предварительно согласились, вроде нашу редакцию принимают. Ну тогда, к вашему Я сведению, мы изучали этот вопрос, да, но оказывается, он был предметом рассмотрения пленума Верховного суда. Но, к сожалению, до вступления вот этого УПК, нынешнего УПК в силу, там, в принципе, достаточно хорошие разъяснения есть. Может быть, есть смысл вернуться к ним, пока будут решаться вопросы. Хотя сегодня, конечно, этот вопрос будет нами разрешен. Но, тем не менее, вопрос, наверное, актуальный еще до сих пор. Спасибо. Так. Да, пожалуйста. Маргарита Насархановна, вот чисто
чисто если теоретически подойти, да, глава вот раздел 3 получается, да, возобновление глава? дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 53-й, Вообще да? сам по себе институт на самом деле является как бы специальным, да, по сравнению с общей компетенцией, которую как бы ведет сам Верховный суд. Нельзя ли было бы рассматривать, скажем, да, вот эту норму во взаимосвязи с общей компетенцией Верховного суда и таким образом принимать решения? Верховный суд все-таки суд кассационной инстанции, который принимает решения на основе права. Нельзя ли было вот таким образом применять норму? Вы имеете в виду с частью 1 451, да? 451, 455 во взаимосвязи вообще с компетенцией Верховного суда по рассмотрению, скажем, дел в рамках кассации. У него есть как бы, да, компетенция отменять, принимать новое решение. Опять-таки несколько видов решений, которые принимает Верховный суд. Почему нельзя было бы их во взаимосвязи рассматривать? Ну, насколько мне известно, вот я, как и сказала, отметила, что эти статьи не раз обсуждались, и, видимо, может быть, мнения были разные. Я поэтому точно не могу ответить на этот вопрос. Это значит, такое мнение суда было, и, может быть, такому выводу Так, прошли. если И вот именно из-за того, что действительно неясность именно в этой норме, чтобы во избежание вот разного толкования, чтобы одна коллегия так решала, другая коллегия совсем по-другому понимает, да, допустим, нормы закона. Одна коллегия считает, что можно, в принципе, общую норму применить, а другая коллегия считает это невозможным. Наверное, может быть, действительно надо пересмотреть эту вообще главу в целом, может быть. Маргарита Насырхановна, 2 года прошло, да, как действует данная норма и, в общем-то, является вот таким очень серьезным, да, препятствием в деятельности, да, по осуществлению правосудия. Я все-таки хотел уточнить, а по какой причине были отозваны вот эти инициативы по поводу внесения поправок вот в это правовое регулирование, именно вот касающееся пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам? У нас не только вот эту 455-ю статью мы предлагали, она, в принципе, об открытом доступе находится, наш законопроект, на сайте она расположена, то есть можно изучить. И по другим нормам очень много было возражений со стороны правоохранительных органов и прокуратуры. Ну и было такое принято решение, что надо его доработать, потому что очень То много есть, возражений. исходя из по другим каким-то позициям, да, Да. вы И имеете в потом виду? тут параллельно встал вопрос, что межведомственная рабочая группа будет образовываться, куда войдут и депутаты, и, вернее, Джогорку Кенеш, и прокуратура, и правоохранительный орган, администрация президента. И, то есть совместно сказали делать хороший, скажем, или внести изменения, или доработать. Ну и было, на тот момент было такое решение принято. Понятно. Ну, все понятно, хорошо. Есть еще вопросы? Нет вопросов? Присаживайтесь.